Ну что, пошла запись, я включила запись. Не получается подключиться в телеграм-канал. Что-то сегодня репетировала, наверное, минут 10. Но не будем терять время. Давайте начнем. Здравствуйте, друзья! Всех с наступившим Новым годом! Сегодня еще и старый Новый год, поэтому праздники продолжаются, но при этом работа уже началась. И сегодня у нас первый эфир в этом году, и я хотела бы поговорить с вами о ключевых привычках или навыках, которые помогут бизнес-партнерам стать эффективнее в 2026 году. Ну и не только в 26 году, конечно же, это пожизненные привычки, если, конечно, бизнес хочется делать до конца своих дней. Ну, а собственникам, руководителям сделать свою топ-команду зрелой и сильной. И в конце, конечно же, обсудим навык, который объединяет все это. Поехали. А, Давайте знакомиться с теми, кто меня не знает. Кто меня знает, я напомню. Меня зовут Елена Курепина, и я эксперт по командному взаимодействию и стратегическому бизнес-партнерству. Работаю с бизнес-партнерами, с их топ-командами, помогаю собственникам переходить от оперативного контроля к такому стратегическому управлению. Я топлю за партнерскую позицию как в личной жизни, так и в бизнесе. И это так. Для меня партнерство, что значит для меня партнерство? Да? Это значит иметь надежного союзника, с кем можно делиться идеями, вместе расти. Но вместе расти не через боль и страдания и какие-то препятствия, а через любовь, проходить те же самые кризисы через любовь и принятие, в первую очередь, себя и принятие друг друга. Наша рубрика прямого эфира – это партнерство 360, это бизнес-эфиры, это серия прямых эфиров, где мы обсуждаем все о партнерстве, команде и лидерствах. И я на прямые эфиры буду приглашать экспертов, буду приглашать предпринимателей, практиков, чтобы вместе разбираться в важных таких вот вопросах, делиться опытом и находить какие-то новые идеи для успешного бизнеса. То есть мы не будем говорить о том, как правильно, наверное, все уже знают, мы будем говорить об опыте, через что пришлось пройти или через что сейчас проходят эти мои гости. И все это, уверена, очень будет интересно и полезно для тех, кто хочет развивать свои проекты, а главное развивать свои проекты в партнерстве, в команде, в отношениях, в бизнесе. И тема сегодняшнего эфира 3 привычки для эффективных бизнес-партнерств и зрелости топ-команд. Как она родилась? Она родилась вообще из реальной практики. Вчера у меня состоялась такая первая медиативная сессия с 2 бизнес-партнерами, отношения которых зашли в такой тупик. И наблюдая за ними, я поняла такую простую истину. Вот всего вот 3 привычки, если бы у них это было, всего вот 3 навыка, которые смогли бы спасти и преобразить не только их бизнес, не только их отношения, но и саму дружбу, потому что они знакомы с институтской скамьи. А, и бизнес, конечно, у них не начался с институтской скамьи, но вот та самая дружба, которую они пронесли в течение 15 лет. Конечно же, предсказать исход вот этой самой медиации, что будет в конце, вообще очень сложно. А, но одна вещь очевидна. Очевидно то, что, несмотря ни на что, эти партнеры смогут спокойно потом смотреть друг другу в глаза. То есть не будут переходить на другую сторону улицы при виде другого своего партнера, другого друга. Хотя, кто знает, если они разойдутся, может быть, и дружба у них сохранится. Ну, и давайте дальше. Именно поэтому я и хотела посвятить вот сегодняшний эфир обсуждению этих самых 3 привычек, которые помогут построить прочные отношения
не только в бизнес-партнерстве. Я думаю, что и в личной жизни, и в команде в том числе. Я задалась таким вопросом. Ну вот часто спрашиваю у участников, например, своих мастер-классов, да, что разваливает бизнес, что разваливает команду, без чего бизнес-партнерство точно не состоится, без чего команда не сложится. И вопрос это не риторический. И а, участники отвечают практически в унисон, одинаково, синхронно. Без доверия бизнес-партнерство не состоится, а команда без доверия развалится. И это так. Если люди не верят друг другу, не чувствуют поддержки, честности, то невозможно строить эффективное бизнес-партнерство. Секунду. При этом также важны, конечно же, общие цели. Важна ответственность, но без них мотивация к деятельности, мотивация к сотрудничеству и согласованность действий их очень быстро исчезает. Задаю же опять такой вопрос. Друзья, как теряется это самое доверие? Вот оно было, и вот его нет, что ли? Вот сегодня было, а завтра уже нет. Мне кажется, это такой вот накопительный такой эффект, который однажды выстрелит, если, да, если мы не владеем вот этими тремя навыками. А доверие теряется из-за обмана, очень часто говорят, невыполнения обещаний, какой-то скрытности. А кто-то когда-то нарушил слово, раз нарушил, два нарушил, три нарушил. Нарушаются договоренности, не делятся важной информацией. Другие начинают сомневаться в его надежности. Также постоянная критика без поддержки и какое-то вот, ну, несправедливое отношение, все это подрывает доверие. А, так, так что же? Так что же? Вот доверие является таким вот неким фундаментом. Но у любого фундамента есть состав. Про доверие, про состав и про формулу доверия я проводила эфир. Если нужно будет, я пришлю ссылку, если это будет интересно, там формула доверия, она очень легко считается. Но здесь, вот в этом контексте, я бы хотела поговорить о том, что вот в этом составе, да, таком вот цементном составе, в этом лучшем клее для фундамента, вот эти вот три привычки, которые позволяют вот это взаимное доверие и вот это открытое общение сохранить. Именно об этом мы сейчас и будем говорить. А теперь, конечно же, про привычки. И первая привычка это открытое, честное общение. То есть я бы даже сказала, что открытый, честный диалог и обратная связь. Ну, вы же здесь уже услышали, что это сразу два навыка. Навык открытого диалога и навык обратной связи. Диалог здесь является тоже ключевым таким словом, потому что если это не диалог, то это будет открытый, честный монолог. То есть другой партнер, другой участник команды просто не готов тебя услышать. И вот совладельцы, с которыми я вчера встречалась на медиативной сессии, они вот сидели и смотрели друг на друга с таким невыносимым напряжением. Создавалось такое очень вязкое поле. И условно их ситуацию могу описать как игру в прятки. То есть один пытается донести до другого, что необходимо там пересмотреть условия сотрудничества, а другой вел себя тоже очень любопытно. Он на слова своего партнера смотрел в окно, типа мне это не интересно.
вот, или возмущался очень сильно. То есть такие вот противоположные были реакции. Казалось, что вот это предложение ревизии структуры партнерства ему показалось таким катастрофическим событием. Как это так? Что тебя не устраивает? Все же было хорошо. А, и диалог у них застревает в такой какой-то странной точке, где оба понимают, что проблема гораздо глубже, но оба боятся произнести это главное слово. Я сама не могу им произнести это главное слово, они должны сами к нему прийти в процессе наших встреч. И вот эта сцена, она прекрасно иллюстрирует абсурдность отсутствия открытой коммуникации между партнерами. Вместо того, чтобы начать серьезный разговор о распределении там, прибылях, о потерях, они предпочитают играть вот в эту игру под названием «Давай притворимся, что все нормально». Ну и в наших семьях тоже иногда такое случается, да, такая вот игра. К чему это приводит? М, Грусти. Я грущу, потому что а, отсутствие вот этого открытого диалога, оно превращает любое хорошее начинание в некий такой вот, ну, фарс, да, заставляет забывать о тех первоначальных целях и смыслах, ради которого мы тут все вместе собрались. Или, например, представьте, что у вашей команде, ну что в вашей команде, все, например, молчат, как будто бы на допросе у, не знаю, там, ФСБ. Как это у нас сейчас называется? Так? Не знаю. А, Вот именно в этот момент и начинаются все заговоры, да, появляются откуда-то дедлайны, которые никто не видел. Ну, например, там Вася молчит, молчит о том, что он застрял в каком-то своем процессе. А потом все удивляются, почему это проект у нас провалился. Да простят меня все Василий, ничего тут личного, наверное, еще и Сюткин тут помог, конечно, Вася. И всегда это имя на языке крутится. А вот привычка вести коммуникацию поможет быстро выявлять сложности и решать их. Ну вот иногда для этого нужна встреча всего на 15 минут для того, чтобы поговорить и обсудить не только что делать, но и сколько, а, как вы это делаете. А, При этом очень важно, чтобы каждый мог выражать свое мнение и слушать других, и за это им ничего не будет. А, Важно еще быть открытым к обратной связи. Я ничего не понимаю в математике супрамате, но знакома с некоторыми законами супрамата. И один из них, закон такой вот обратной связи, может быть, я ошибаюсь, может быть, это даже не сопроматы, да простят меня великие сопроматчики. А, а Для того, чтобы все случилось, должны быть созданы необходимые и достаточные условия с той и с другой стороны. Если эти условия созданы только для одной, с одной стороны, то ничего не случится. И вот в современном бизнесе вообще уже критически сейчас стало умение слушать друг друга, воспринимать критику и быстро адаптироваться к каким-либо новым ситуациям. Например, компании, которые проводят регулярные вот эти сессии обратной связи между партнерами, что, в общем-то, и рекомендуется, они показывают более устойчивые результаты. И вот кейс одной IT-компании как раз говорит об этом, что вот они на партнерской сессии ввели такую практику. Обратная связь без барьеров. Представляете, это не только между бизнес-партнерами вот эта практика велась, они это потом, эту практику перевели и на команду. И что это? Это позволяет вовремя принять решение. Я уверена, что у них скорость принятия решений очень высока.
И вот только через открытую коммуникацию собственник сможет своевременно получать вот эту важную информацию, обратную связь и необходимую оценку для дальнейших действий своей команды. Что еще важно здесь? Важно умение говорить и прямо слушать. А, Казалось бы, ну что тут просто нужно прямо сказать, что тебя не устраивает. Но это на первый взгляд кажется очень сложно. А, Этому нужно учиться. В партнерстве важен, как я уже сказала, ежедневный обмен информацией и результатами. То есть можно назначать какие-то ежедневные встречи, еженедельные встречи, делиться не только с проблемами, но и успехами, что, в общем-то, способствует пониманию вот той обстановки, которая складывается в компании, и какой-то оперативной коррекции действий. Одна голова хорошо, а 2 головы лучше. Это я практически уже перехожу ко второму навыку, ко второй привычке. Вот, конечно же, причины того, что в партнерстве что-то пошло не так, они бывают разные. Но готовность говорить об этом, то, что тебя не устраивает, а, о том, что происходит в бизнесе, о том, что происходит между вами, это очень важная привычка. Итак, одна голова хорошо, а 2, 3, 4, 5, 6, ну, я уже про команду, да, еще лучше. То есть вторая привычка, я считаю, это навык принятия совместных решений, навык совместных решений проблем и взятых на себя договоренностей. Тоже тут все так намешано, но одно без другого вообще никак. И это вторая привычка, которая сделает бизнес-партнерство и команду более эффективной. Например, представьте себе такую ситуацию. У вас опять, например, опять появился сбой там вот в этом крупном проекте. Опять я возвращаюсь к Василию. Есть два пути. Либо начать искать виноватых, кто виноват, либо собрать команды и подумать, как устранить ошибку и предотвратить повторение подобной ситуации в будущем. Кто виноват, что делать? Ну, вот два пути. Возможно, существует третий. Если вы знаете о нем, ну, дайте знать в комментарии. И один мой знакомый недавно мне рассказал о правиле, которое он ввел в своем бизнесе. Проблема общая, решение тоже общее. То есть это не моя проблема. То есть вот твоя песочница, у тебя есть там проблемы, ты там варись как хочешь. Нет, если у тебя возникли проблемы, эта проблема уже отражается на всей компании, на всей команде. Это правило, вот этот принцип помогает не только очень быстро исправляться, но и сохранять отличные отношения между всеми участниками. Вместе действительно легче решить любую проблему. И здесь важен открытый диалог, честный диалог. Не правдивый диалог, а честный диалог, потому что правда у каждого своя. Две большие разницы между словом «честно» и словом «правда». И нацеленность, как раз вот общая нацеленность на поиск вот этого оптимального решения для этой самой проблемы. Очень важно научиться совместно принимать решения. На первый взгляд, это опять же просто, но не тут-то было. Существует такой пункт в партнерском соглашении. Это как раз правило принятия решений, потому что люди разные, и правила принятия решений в каждом бизнес-партнерстве, они очень здорово отличаются друг от друга. И это правило должно быть зафиксировано. Также должно быть зафиксирован тот случай, что мы будем делать, если мы
не сможем соблюдать это правило, при каких таких обстоятельствах мы можем нарушать это правило, чтобы потом уже снова не было претензий друг к другу. В командном соглашении тоже есть такой же пункт. Правила принятия решений. Но задача-то, правила разные, да, но задача у них одна. То есть, когда партнеры или в команде люди вовлекаются в процесс принятия решений, они достигают большего результата. А почему? Да все потому что люди начинают чувствовать себя причастными и ответственными за конечный результат. Не забывайте писать протоколы встреч. Все, что написано, пером не вырубишь топором. Потому что мы можем иногда забывать то, о чем договорились. И это не потому, что я тебя не уважаю, но это потому, что иногда бывает так, что мы забываем. И чтобы ничего не упустить, и не было потом никаких обидок друг на друга, что вот ты забыл, ты не учел, ты там не сделал, да, нужно вести вот эти протоколы встреч. Что еще тут хотела бы сказать? Правила принятия решений, конечно же, здорово было бы, если они основывались не только на интуиции, а у предпринимателей вообще очень такая чувствительная чуйка, вот, но и на цифрах. И, конечно же, еще одно важное условие при принятии решений – это распределение ролей. Представьте ситуацию, да, 2 партнера открывают кафе. Кто-то отвечает за кухню, кто-то за маркетинг. Если роли заранее не определены, то начинаются путаницы и конфликты, и не всегда это очень хорошо заканчивается. Я вам как медиатор говорю. Поэтому правила должны быть известны и приняты всеми сторонами. Там не должно быть двойных стандартов. Ну и важно, конечно же, помнить, что диктат и ультиматумы, они разрушают доверие. А вот открытая дискуссия при принятии решений, при обсуждении проблемы, при поиске компромиссов, она как раз укрепляет доверие. То есть это еще один компонент вот этого состава в доверии. Давайте подведем такой небольшой итог. То есть совместное принятие решений и поиск решения проблем – это ключ к успешному партнерству в команде. Это объединяет усилия и ведет к лучшим результатам. Но вот только без открытого диалога, еще раз хочу сделать акцент на этом, и такого честного обсуждения никакие решения не сработают. А вот когда все открыты к дискуссии, когда мы можем воспринимать ту самую обратную связь и уметь разделять зерна от плевел, появляется то самое пространство для такого вот творчества и реального прогресса. Проверено годами в личном партнерстве и в бизнес-партнерстве. Поэтому вывод простой. Развивайте вторую привычку. Пусть ваши решения будут коллективными, продуманными и основанными на цифрах. Третья привычка. Я сомневалась, немного думала, какую же третью привычку замесить вот в этот устойчивый клей, чтобы вот этот клей стал более устойчивым. Многое подходит, но я остановилась на постоянном развитии. Я не говорю, что вот эти 3 привычки являются какими-то аксиомами, это просто моя гипотеза, которая проверена своим собственным опытом и такой насмотренностью в стратегических партнерских сессиях. Итак, постоянное развитие. Сначала я подумала, это профессиональное развитие, а потом подумала, ну, стоп. Чаще всего люди расходятся, разбегаются не на почве
разности в профессиональном развитии, а на почве как раз вот м, личностном развитии, да. Ну вот представьте себе две фигуры. Один партнер постоянно учится новому, прокачивает навыки и работает над собой, а другой расслабился, замер на одном месте. Первый партнер так стремительно растет, адаптируется к рынку, генерирует крутые идеи, справляется там с любыми задачами. Он ускоряется. Ну, например, возьмем тот же самый скилл работы с ИИ. А второй, он отстает, потому что то, что дается одному там сделать задачку за час, два, три, четыре, другому надо два-три дня, да, это демотивирует, это перестает приносить пользу команде. Но вот что происходит дальше? Незаинтересованный партнер развития, он начинает вызывать раздражение, да, опять же падает доверие. Но рано или поздно партнерство распадется, а или в этом партнерстве придется перераспределить роли, то есть структуру партнерства немного поменять. А это тоже не всегда гладко проходит. А мало кто вообще из моих знакомых включает в свои планы как раз цели, например, там по обучению и развитию. Для сотрудников создаются прямо там индивидуальные планы развития. Но вот почему-то собственники не включают такие планы. Почему-то в бизнес-партнерстве такого нет. И вот а, в командной компетенции, вот у команды есть сумма всех вот компетенций. Есть одна командная компетенция, например. И что определяет слабость команды? Слабое звено. То есть какого компетенции не хватает а, команде, чтобы достичь тех самых целей. А диагностика помогает это выявить. Поэтому важно развиваться и развивать себя не только как бизнесмену, там, осваивая какие-то хардскиллы, но и личное развитие, работа над собой, зная свой психотип, зная свои сильные и слабые стороны, зная свои деструкторы поведения. Можно, конечно же, значительно увеличить свою продуктивность. Вот подумайте, какие личные качества вы хотели бы проработать в 2026 году? Какой план обучения вы включите в свой график? А, Мне очень хорошо помогает дневник рефлексии. Я его веду с 2006 года, 20 лет, ребята. С того самого года, когда вот пошла учиться коучингу. Именно масштаб личности определяет и масштаб вашего бизнеса. А что говорить про команду? Команда является отражением вас как лидера. Какой лидер, такая и команда. И вот я часто слышу, что мой партнер не хочет развиваться. Даже у нас мастер-майнд был как-то на эту тему. Как заставить партнера захотеть развиваться и мотивировать его к этому процессу? Ну, заставить точно не получится. А вот а, м, такие вот простые шаги, возможно, помогут. Опять же, начните с откровенного разговора о целях и ожиданиях. Ну, поймите, чего хочет каждый из вас, какую роль видит для себя в будущем. Исходя из этой роли, вы можете уже составить какие-то совместные планы обучения. Посещайте совместно какие-то курсы, какие-то семинары, какие-то, не знаю, встречи в бизнес-сообществах. Читайте книги, обсуждайте их потом, смотрите вебинары, кто что вынес, потому что, смотря один и тот же вебинар, я, например, для себя могу вынести несколько таких ключевых топ-идей, а мой партнер совсем другие. Когда мы их соединяем, вау, это получается такая синергия. Я этого не вижу, она это увидела, это же классно. Хвалите, отмечайте успехи партнера, да, то есть, ну, мы помним, что а, не какой критики, да, а вот конструктивная обратная связь.
Включите обмен знаниями в свой рабочий график. Если кто-то куда-то поехал, ну, обменяйтесь потом информацией, какими-то свежими идеями, полезными находками. Не всегда вы можете выехать одновременно на какую-то конференцию. А еще нужно увидеть вот этот мост между личным ростом и успехом общего дела. Ну, правда, это прямо какой этот мост у вас, какой ширины, какой величины, какого вышины, и как это отражается на вашем общем деле, и на вашей команде в том числе. Потому что личный рост, он влияет не только на общее достижение, но и на финансовую отдачу в том числе. А третья привычка, я ее взяла, это постоянный рост. В некоторых компаниях это даже в ценности записано. Ну вот это действительно огромная роль этой привычки для того, чтобы бизнес-партнерство было эффективно, а команда была зрелой. Зрелой. Но не может быть команда зрелой, если она не развивается ни в профессиональном плане, ни в личностном плане. А без этой привычки не получится и соблюдать те предыдущие две, потому что развитие – это инвестиции в самого себя, это в укрепление ваших отношений с партнером. Так что вот ваше конкурентное преимущество. Эти три привычки. И эти три привычки, они, конечно же, позволят вам избегать тех самых ненужных драм, которые я вижу, которые пропускаю через себя на медиативных сессиях или на корпоративных сессиях. Ну, итак, я подхожу к финалу. И хочу выделить самую главную мысль сегодняшнего такого эфира. Я разобрала те привычки, которые, как мне кажется, необходимы для эффективного бизнес-партнерства. Вот три привычки для зрелой топ-команды. И хочу вам дать бонус. Это такой четвертый объединяющий навык – медиативное лидерство. Я думаю, что это будет трендом в этом году. И для меня медиативное лидерство, оно как шапка, которая покрывает вот этот состав вот этого цепкого клея, вот этого фундамента, вот этого доверия. Сейчас подробно объясню. Это очень классный навык медиативное лидерство. То есть это умение действовать как посредник, умело сглаживать углы, устранять конфликты, вдохновлять команду. И поверьте, друзья, вот в наше время чуть ли не каждые 5 минут вспыхивает какой-нибудь корпоративный скандал, корпоративный конфликт. Он может быть открытый, он может быть скрытый. Но этот навык превращается в настоящий уже такой вот must-have. И не владея этим навыком, это тоже вот эти корпоративные конфликты, особенно скрытые, это же такие тромбы, которые не позволяют процессам двигаться вперед. И компании, у которых вшит вот этот навык медиативного лидерства, я считаю, получат высокий шанс на успех и на преданность сотрудников в этой компании. Итак, резюмирую. Открытый диалог, говорите правду, делайте это открыто, доброжелательно, и сначала проверьте, готов ли ваш партнер или ваш участник команды слушать эту правду, готов ли он к этому диалогу. Это, конечно же, совместное решение проблем. Ищите варианты вместе, а не перекладывайте вину друг на другу. И это, конечно же, постоянное развитие своего профессионализма, своей экспертизы и личностное развитие. Вы будете меньше реагировать на какие-то шероховатости друг друга. Вы научитесь принимать себя, и вы научитесь принимать своего партнера.
И, конечно же, ну и медиативное лидерство. То есть управлять не директивными методами, а умением слушать и учитывать интересы всех сторон. А теперь главное. Я хочу пожелать вам применять эти привычки уже сегодня. Попробуйте. Нет смысла ждать до понедельника следующего или начала следующего месяца. До февраля вообще еще кажется близко, но на самом деле еще далековато. Начинайте сейчас. И, и ваша команда, она превратится в швейцарские часы, ага, и ваше бизнес-партнерство тоже станет такими швейцарскими часами, которые работают синхронно и очень точно, и очень долго. То есть такая пожизненная гарантия у них. И ваше бизнес-партнерство станет фундаментом для воплощения, конечно же, ваших совместных целей и успеха бизнеса. И еще я попрошу вас оставить свои впечатления и вопросы в комментариях, если они у вас возникли. Если вы с чем-то не согласны, тоже пишите. Я готова к диалогу. А, Рассказывайте о своих каких-то секретах, о своих эффективных привычках, которые позволяют вам сохранять бизнес-партнерство. Делитесь мыслями, впечатлениями. Будет здорово почитать ваши истории и понять, как вы применяете полученные знания на практике. Ну, и, конечно же, если вы хотите получать еще больше ценной информации, то подпишитесь на мой канал, ставьте лайки. Я очень часто делюсь практиками, кейсами, и насмотренность в жизни, она тоже дорогого стоит. Вот. А, На этом наш прямой эфир подошел к концу. Спасибо вам огромное, что присоединились. И ждите новых выпусков. Увидимся снова в следующий вторник. И у меня будет гость. Такой вот спойлер. Ну что, будьте счастливы, успешны и гармонично сотрудничайте с вашими партнерами. И пусть ваша команда станет зрелой, взрослой, самостоятельной и автономной. Ну что, пока-пока.